Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. За мастерство, профессионализм и большой вклад в развитие искусства. Для меня, не побоюсь этого слова, быть актером – это мое все. Это моя жизнь. В преддверии Дня работника культуры деятелям искусств госнаграды. Кто их получил, расскажет Вероника Гайнудинова. Возвращать былые умения, сохранять родные традиции. Нужна среда, чтобы они все время там друг друга видели, смотрели, общались. Какие еще задачи поставил Раис Республики на заседании Совета по культуре и искусству, расскажет Рамиль Шайдуллин. Грязная история. Никаких слов, только вот, как говорится, охота кричать: помогите нам, уберите этот мусор. Почему жители Пестрецов утопают в мусоре, выяснял Рамиль Галиулян. В Тукаевском районе сегодня возбуждено уголовное дело в отношении Ильмира Ябарова, первого заместителя исполкома. Он подозревается в мошенничестве. Как нам стало известно, в конце декабря 2019 года чиновник получил соцвыплаты на строительство жилья почти на 1 000 000 рублей по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий». Однако таким правом семья не обладала. Предположительно, сотрудники исполкома Муслюмовского района, где проживали Ябаровы, зная об этом, нарушили закон и приняли положительное решение. Второе уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» возбуждено в отношении неустановленных лиц сотрудников Муслюмовского исполкома. Полученные денежные средства Ябаров использовал по своему усмотрению, сообщил наш источник. В Верховном суде республики на процессе по делу о трагедии в 175-й Казанской гимназии подошли к окончательному допросу подсудимого Ильназа Галевиева. Он запланирован на завтра. Сегодня допросили свидетеля, девушку, которая в то время училась в 10 классе. Она рассказала, услышав стрельбу, вместе с другими школьниками закрылась в кабинете на 2-м этаже и дождалась полицию. У нее была мысль выпрыгнуть из окна, чтобы спастись. Там был навес, принимают еду. И такой навес, по нему можно было бы, мне кажется, нормально спуститься. Но там окна, оказывается, не открывались. Поэтому хорошо, что я туда не побежала. Напомню, в мае 2021 года во время стрельбы в гимназии 9 человек погибли, 139 получили ранения и травмы. Подсудимый Ильназ Галевиев обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Убийство, покушение на убийство, незаконное изготовление взрывчатых веществ, умышленное уничтожение имущества. Сегодня представили характеристики на него из полиции и с места учебы. Также огласили результаты первичной и повторной психиатрических экспертиз. Защита просила провести еще одну. Потерпевшие и гособвинители выступили против. Судья ходатайство отклонил, отметив, что вопрос о вменяемости подсудимого будет отражен в итоговом решении суда на основе всех исследованных материалов. Институт Сербского признал его невменяемым. После этого была назначена повторная экспертиза, которая в городе уже Санкт-Петербург, 6-й клинической психиатрической больницы, с участием специалистов практически со всей России, которые признали Галевиева вменяемым. Поэтому наличие двух противоречивых экспертиз не влияет не то, что не влияет, не является основанием для назначения повторной экспертизы. Окончательные, естественно, выводы будут делаться при постановке приговора. Сегодня Владимир Путин в Кремле наградил режиссера театра Камала Айдара Забарова. Президент вручил ему премию молодых деятелей культуры за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Айдару Забарову 31 год, выпускник ГИТИСа. В конце прошлого года он представил спектакли «Кölь», «Пепел» и «Раше Марева». Всего у режиссера 8 работ в Камаловском. В их числе режиссер Айдар Талгатович Забаров, продолжатель традиции отечественного психологического театра. Он практически сразу завоевал признание и зрителей, и именитых коллег. Его дипломный спектакль получил 6 номинаций на премию «Золотая маска» и положил начало поистине триумфальному шествию его постановок по самым престижным театральным площадкам. В республике большое внимание уделяется развитию культуры и театра. И вообще мне кажется, что в Татарстане нет слова, они не знают слова «нет», потому что все творческие инициативы, все творческие предложения всегда поддерживаются на всех уровнях. Я рад и счастлив там трудиться.
В преддверии Дня работников культуры в Кремле сегодня вручили госнаграды деятелям искусств Татарстана. Актеры, певцы, музыканты, художники, писатели, библиотекари, преподаватели школ искусств удостоены медалей и почетных званий. За труд, любовь к своей профессии и развитие искусства Татарстана слова благодарности выразил Рустам Минниханов, подчеркнув, что 2023 в Татарстане объявлен годом национальных культур и традиций. Торжественность момента увидела Вероника Гайнудинова. Сегодня они на время оставили репетиции в театре, перенесли уроки в школе искусств, а вместо концертных костюмов надели официальный дресс-код. Повод есть. Государственные награды Татарстана сегодня получают деятели культуры. В преддверии Дня работника культуры высокие награды и звания получают мастера своего дела. Те, кто посвятил свою жизнь искусству. Их благодарит Рустам Минниханов. Культура является одной из важнейших основ общества, службы укрепления нашей сплоченности, сохранения межнационального мира, согласия, вносит уникальный вклад в воспитание молодого поколения. Медаль за доблестный труд вручают Раушанье Саубановой. В сфере культуры она около 3 десятков лет. 13 из них учат студентов техникума художественным промыслом. Будет хороший стимул. У нас еще есть впереди много задач. Мы должны еще приучить, прививать наши культуры, традиции, наше будущему поколению, передать из поколения в поколение и сохранить наши народно-художественные промыслы. Заслуженным артистом сегодня стал солист балета оперного театра Антон Паладюк. В труппе он 16-й сезон. «Принц в Лебедином озере» и «Спартак» в одноименной постановке. Его любимые партии. Эта награда для меня это как итог какой-то за проделанную работу, за тяжелый труд, каждодневный, кропотливый труд. Динар Хуснудинов в Альметьевском драмтеатре 12 лет. На сцене сыграл уже больше 50 ролей. Телезрителям он знакомый по роли в сериале ТНВ «Окшешеклер». Сегодня в родной театр он вернется заслуженным артистом Татарстана. Для меня, не побоюсь этого слова, быть актером – это мое все. Это моя жизнь, и я чувствую ответственность перед каждым выходом на сцену. Заслуженным артистом в свой день рождения стал и актер Камаловского Фанур Мухамедзянов. Служить в театре мечтал с детства. В этом году попробовал себя и на телеэкране. Сыграл главную роль в сериале «Алмаш» на нашем телеканале. Быть актером, признается, нелегко. Разные трудности, безусловно, там где-то получается, где-то не получается. Но когда уже с готовым результатом стою на сцене, это счастье. В музыкальном искусстве Александр Артемьев уже больше 40 лет. Начинал в симфоническом оркестре филармонии. Много лет проработал в оркестре оперного театра. А сегодня он передает свои знания детям в музыкальной школе. То, что оценили мою творческую жизнь, там, то, что я до сих пор еще занимаюсь там, по воспитанию подрастающего поколений, там, детей там, воспитываем, приобщаем там, к искусству. Аплодисменты, казалось, звучат не смолкая. Сегодня вручили 32 государственные награды республики. Это 32 истории, за которыми, как признается каждый, огромный труд и большая команда. Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В 2024 году в Татарстане отпразднуют 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, а в 2025-м – 200-летие выдающегося татарского просветителя Каюма Насыри. Указ об этом сегодня подписал Рустам Минниханов. Оргкомитет по подготовке празднования дня рождения Александра Пушкина возглавил премьер Алексей Песошин, он председатель комиссии при Раисе по русскому языку. Мероприятие по празднованию 200-летия Каюма Насыри будет курировать вице-премьер Лейла Фазлеева. В Казани может появиться первый в стране этнопарк народного творчества, где смогут работать все ремесленники республики. Такую идею сегодня озвучил Рустам Минниханов на заседании Республиканского совета по культуре и искусству. В Татарстане более 1500 ремесленников, и лишь 41 из них работает официально. Одна из причин – высокая стоимость патента на изготовление изделий художественного промысла. Другая – мастера просто не знают тренды рынка. Но, как отметил Рустам Минниханов, мастеров в Татарстане столько, что уже пришло время создавать ремесленную индустрию. Как это будут делать, узнал Рамиль Шайдулин.
Каждый элемент этого ковра сшит и связан вручную, так как это делали предки современных татар сотни лет назад. Как удалось сохранить древнее ремесло, Раиса Республики рассказывает одна из мастериц. Потому что вот мы сейчас ездим по экспедициям, по районам, и вот просто видится, что у людей очень появляется интерес. Дуб символизирует у нас и долголетие, и показать как бы красоту нашего национального татарского языка. Ручная работа – это всегда большой труд, интерес и спрос. Об этом говорят и мастера, владеющие другими техниками – чеканкой, ковкой, изготовлением ювелирных изделий, шитьем. Это на самом деле изумительная деталь, это историческая история, это изюм. Вот уже 6 лет компания из Казани шьет татарские платья в строгом соответствии с классическим кроем, которые носили татарки 100 и 200 лет назад. Спрос такой, что думают расширяться. Спрос постоянный, и наоборот мы не успеваем, поэтому сегодня мы будем другую программу презентовать. Однако таких примеров единицы. Как стало известно, на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе Республики лишь 41 из более чем 1500 ремесленников Татарстана работают официально. Одна из причин – самая высокая в России стоимость патента на изготовление изделий художественного промысла. Другая – многие традиции вовсе утеряны. Мы потеряли очень много мастеров. Вот, Чебоксинская ковка. Да, показывали. Это целая индустрия была сегодня, к сожалению. Она утеряна, надо восстанавливать. Ну, понятно, чтобы восстановить чисто волонтерски это не получится, надо создавать условия. По словам Рустама Миниханова, чтобы восстановить индустрию, нужно создавать целую систему с возможностями и обучения, и реализации готовой продукции. Помочь с этим может первый в стране этнопарк, по примеру IT-парка для айтишников. Это здание будет объединять всех ремесленников. Нам даже вот нужна среда, чтобы они все время там друг у друга видели, смотрели, общались. Такая должна быть площадка. Его планируют открыть в Казани, пока власти республики выбирают подходящее место. Похожий центр собираются строить и в Арске, на родине татарских ичигов, которые еще 15 лет назад вручную шили на фабрике национальной обуви. Но предприятие закрылось, а 60 мастеров остались. Сегодня у нас еще есть живые люди, которые работали на фабрике национальной обуви в ПАНО, в Арске. И нам нужно сохранить вот эти традиции, их опыт, передать его молодым нашим. Как отметил Раис Республики, мало создавать, нужно обеспечить спрос. Поэтому предметы народного промысла должны быть конкурентными. Необходимы не только мастера, но и дизайнеры, и маркетологи, с чем согласны и представители сферы. Если делает сам ремесленник этот эскиз, то он часто не соответствует современным требованиям. И есть исполнитель, который делает. Вот. Поэтому эскиз должен делать дизайнер или художник. Чтобы ремесла нашли развитие, Рустам Миниханов поручил ведомствам рассмотреть снижение ставки патента, увеличение сумм грантов и отметил необходимость создания системы, где мастера, владеющие народным промыслом, смогут знать, где, что и для кого нужно изготовить, чтобы их товар был востребован. Рамиль Шайдулин, Дельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Вода продолжает прибывать. Высота паводочной волны на реке Актай в Алексеевском районе превысила 2-метровую отметку. Пойма реки Кубня в Кайбецком затоплена почти на метр. По информации гидропоста в Буинске, уровень воды в Свияге, наоборот, понизился на 28 сантиметров. В этом году весеннее половодье пришло в республику на 2 недели раньше обычного. При неблагоприятном сценарии паводка в зону подтопления могут попасть почти 14 тысяч татарстанцев. По данным МЧС, уровень воды на реках сейчас находится на отметках ниже опасных значений. Мусор копится, и никто не знает, сколько это будет продолжаться. На стихийные свалки жалуются жители Пестрецов. По их словам, контейнеры быстро заполняются, а вывозят их нерегулярно. Сейчас площадки больше привлекают бродячих собак и грызунов, чем ответственные службы. В бесперебойной работе коммунальщиков начались перебои с начала года, говорят пестречинцы. Как заявили в администрации района, все дело в смене субподрядной организации. О переполненной чаше терпения Рамиль Галиулин. Такой неприглядный вид сегодня в Пестрецах на контейнерной площадке на улице Никольская, прямо у входа на кладбище. По словам местных жителей, мусорные завалы начали появляться неделю назад и растут день ото дня. Лампочки, спиленные ветки и другие отходы. Чего здесь только нет. Все, что полегче, разлетается по округе.
Разлетается мусор так, что по территории даже на участке даже залетает мусор. И собаки все таскают. 5 минут езды и еще один удручающий пейзаж. Улица Гаврилова. Здесь контейнеры пустые. Мусор вывезли за несколько часов до нашего приезда, рассказали местные жители. Но прилегающая территория сплошь в отходах. Улица Гаврилова, дом 1Г. Уже третий день не убирается. Такой площадка была еще утром. Терпению приходит конец, говорят пестричинцы. И негодование из домовых чатов выливается в социальные сети. К вечеру сейчас она будет тоже заполнена, а с утра опять это будет тоже такая же гора. То есть быстро, она заполняется очень быстро. Говорится, охота кричать: помогите нам, уберите этот мусор, чтобы в конце концов в наших родных Пестрецах стало чисто. Окна мои выходят на мусорку. И я каждый день наблюдаю, как у меня здесь превращается под окнами красота в свалку. По словам местных жителей, мусорный коллапс начался после Нового года, когда сменилась компания, отвечающая за вывоз отходов. До этого у нас был нормальный оператор, спокойный. У них прокол был один раз. Они рано проехали, мусор не убрали. Мы тут же позвонили, через 2-3 часа приехали, все собрали. Сейчас не знаю, что будет. Мы повязнем вот так вот в мусоре. Хочется по-человечески жить, в нормальных условиях. Тем более мы за это деньги платим. В районной администрации нам рассказали, проблемы начались из-за смены субподрядной организации. С января за вывоз отходов отвечает компания «Экопром». На сегодняшний день ООО «Экопром» пока не могут наладить работу. Мы так же, как и жители нашего района, обеспокоены этой ситуацией и, в свою очередь, еженедельно ведем переговоры и проводим совещания с региональным оператором и субподрядной организацией. Составлен примерный график вывоза ТКО, который согласован с главами поселений и представителями управляющих компаний. Регоператор, в свою очередь, ответил, субподрядчик сменился, цитата, с целью улучшения качества предоставления услуги. Но как теперь быть жителям? В настоящее время ведется работа по отлаживанию графиков вывоза из населенных пунктов Пестричинского района. В ближайшее время работа вернется в прежний ритм. Когда логистика вывоза ТКО вернется в прежний ритм? Точных сроков не назвал ни регоператор, ни исполком. По всей видимости, жителям придется набраться терпения. Вместе с тем набираются и отходы в контейнерах. Можете убирать мусор, сделайте контейнер. Напомним, в Татарстане работа УК ЖКХ попадает под критику регулярно. Жители возмущались горами мусора, который не вывозился в новогодние праздники. Особенно остро это коснулось столицы. Больше 200 жалоб на работу регоператора в открытой Казани. Претензии к его работе высказывали мэр города Ильсур Медшин и председатель Госкомитета по тарифам Александр Груничев. В конце прошлого года антимонопольная служба оштрафовала УК ЖКХ за договор на вывоз мусора, заключенный без торгов. Пестрецы – очередная история мусорного коллапса. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Пестричинский район. После нашего репортажа природоохранная прокуратура Казани начала проверку несанкционированной свалки на улице Гудованцева, высотой на 3-этажный дом. По словам жителей, ежедневно десятки КАМАЗов свозят сюда сотни тонн строительных и промышленных отходов. Оказалось, что владелец этого участка так засыпает овраг для дальнейшего строительства здесь дома. Прокуратура усмотрела в действиях собственника нарушения. В настоящее время прокуратурой проводится проверка по данному факту во взаимодействии с контролирующими органами. По предварительной информации выявлено нарушение природоохранного законодательства. Прокуратуре в рамках надзорных полномочий будет дана оценка незаконному складированию. Развитие ситуации находится на контроле прокуратуры. Без дома, вещей и документов. Все унес пожар. Трагедия случилась в семье Канеевых из Казани. 19 марта их жилище сгорело полностью. Остались лишь стены и фундамент. Во время пожара в доме были 4 родителей, их старшая дочь и внук. 3-летнего малыша выносили прямо из огня. Сейчас семья ютится у родственников и нуждается буквально во всем, от одежды до любой материальной помощи. Семье нужно помочь. Как? Узнаем из репортажа. Все будет хорошо. Едва сдерживая слезы, Фируза Канеева обходит дом своих родителей. Теперь здесь ни мебели, ни вещей. Под завалами обугленные детские книжки и сгоревшая техника. Все, что осталось после пожара, который случился в минувшее воскресенье. Мама заходит, говорит: «Кызым, откуда дым идет?» Говорит, из щели дым прям заходит. Я говорю: «Не знаю». Я дверь открываю в сторону бани. Там уже полыхает огонь, дым везде. И я
Зашла, я говорю, они пожар, они пожар. Вот та самая баня, про которую говорит семья Каниевых. Возгорание началось именно здесь. Уголек из печки упал на деревянный пол, и помещение моментально загорелось. А после пламя вот по этой стороне перешло на весь дом. Он сгорел примерно за 10 минут. Сгоревший дом – семейный очаг Каниевых. Каждые выходные сюда приезжали 4 детей. Старшая дочь жила здесь вместе с маленьким сыном. 3-летний малыш во время пожара находился в зале. Дочка моя залетела, ребенка взяла, вот сюда на дорогу выкинула. Я пока соседей всех позвала, пока позвонили, уже пламенем отдалось, весь дом отдался. Свой дом Каниевы строили 6 лет, как говорят сами, по кусочкам. Сегодня вместе и прощаются с ним. Приехали все дети и родственники. То, что нужно было, получилось, так и получилось. У отца семейства, который отчаянно пытался спасти дом, случился инфаркт. Он находится в реанимации. Семье помогают всем поселкам. Сейчас для них любая, даже самая маленькая сумма будет важной. Подключиться могут все. Номер телефона, привязанный к карте, указан на экране. Самое главное, чтобы здоровье, чтобы все были здоровы. Самое главное, помогите, пожалуйста, кто как может, помогите. Потеряли все – мебель, деньги, документы. Дом не был застрахован и восстановлению не подлежит. Пока Каниевы ютятся у родственников и надеются, что дом удастся отстроить заново. Алена Струминская, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Сегодня с заходом солнца у мусульман начался священный месяц Рамазан. Это время молитв, покаяния и духовного очищения. Во всех мечетях Татарстана прошли первые таравих-намазы. С началом месяца Рамазан поздравил верующих Рустам Минниханов. Он разместил ролик в своих соцсетях. Завтра, до появления первых лучей солнца, мусульмане завершат трапезу сухур. С этого момента начинается 29-дневный пост ураза. В светлое время суток верующие воздержатся от еды, воды, неблаговидных поступков. Последний день уразы – 20 апреля. Сегодня с началом месяца Рамазана жителей республики поздравил и муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин. Тот, кто пропастился в течение всего месяца Рамадан, вместе с верой и надеждой на милость Всевышнего Аллаха, ему прощаются все прошлые прегрешения. И, иншаллах, в этом году, 21 апреля, будет праздничный день Ураза Байрам. Я надеюсь, что мы все сможем встретиться чистыми, очищенными от грехов, подобно новорожденным детям. Поздравляю всех вас с Рамаданом. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Казгордума лишила казанцев возможности регистрировать жилые дома в СНТ. Как город принял правила застройки, не позволяющие воспользоваться возможностями, которые предоставляет федеральное законодательство. Ситуация разбирались журналисты интернет-газеты «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня встретился с ректором Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрием Сычевым. Обсудили вопросы взаимодействия в сфере медобразования и науки, актуальные темы после дипломного обучения врачей. Рустам Минниханов подчеркнул, Российская медакадемия – главная организация страны, которая помогает врачам совершенствоваться в профессии. Дмитрий Сычев поблагодарил Рустама Минниханова за организацию и проведение мероприятий в рамках 100-летнего юбилея Казанской медакадемии. Это целая веха, отметил он. Сегодня Рустам Минниханов встретился с начальником Приволжского таможенного управления Агипсимом Ашкаловым. Встреча прошла в Доме правительства. Раис республики обсудил с ним вопросы деятельности татарстанской таможни и дальнейшего совершенствования работы. Фарид Мухаммедшин сегодня встретился с председателем контрольно-счетной палаты Камчатского края Сергеем Лазовским и председателем счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Югры Владиславом Маркунесом. В Татарстане они находятся с рабочим визитом, изучают опыт республики в организации муниципального контроля. Татарстан – один из немногих регионов России, где контрольно-счетные органы районов и городских округов имеют статус независимых юрлиц. На особом контроле счетной палаты Татарстана сегодня ряд направлений: мониторинг использования высокотехнологичного медицинского оборудования, контроль за рациональным использованием земель, особенно в пригородных зонах. С мобилизованными елабужанами, которые сейчас находятся в отпуске, встретился глава района Рустем Нуриев. Для военнослужащих организовали праздничный концерт. Эти 2 недели они проводят в кругу семьи, посещают школы, встречаются с учениками. Их детям предоставили возможность дистанционного обучения, а женам внеочередной отпуск, чтобы семья больше времени провела вместе. Строение, в принципе-то, боевое. Уже за 2 недели, я думаю, тут делать больше нечего, надо уже туда ехать. У меня в подчинении просто 70 с лишним человек, они сейчас там без меня.
Надо уже быстрее побеждать и уже окончательно ехать домой. Всего Татарстана уж, ребята, все свои. Свои? Да. Все нормально там, да? Все нормально, да. Все есть? Все есть. Гуманитарка доходит? Гуманитарка доходит, посылки личные тоже. То есть проблем с этим нет. Татарское книжное издательство принимает участие в международной книжной ярмарке в Минске. В выставочном центре Белэкспо наша делегация представила более 200 книг разных жанров. Это бестселлеры для детей и подростков, историческая и краеведческая литература, произведения татарских классиков, словари и подарочные книги-альбомы. Всего на выставке представлены 120 российских издательств. Казанский «Акбарс» упрочил лидерство в серии против «Адмирала». Сегодня команда Зинтулы Белялидзинова на выезде одолела моряков 2-1. Основное время матча завершилось ничьей. Заброшенными шайбами в составе команд отметились Кирилл Семенов и Либор Шулок. Встреча перешла в овертайм, в котором сильнее оказались казанцы благодаря стараниям Александра Радулова. Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу татарстанцев. Пятый матч команды проведут в Казани 24 марта. Если летят они, значит точно жди весны. В Татарстан прилетели первые стаи диких гусей. Пернатых заметили в небе Бавлинского и Дрожжиновского районов. Они летят домой после зимовки, сразу после грачей, вместе с журавлями, скворцами, чайками, серыми цаплями и жаворонками. Считается, что с прилетом первых гусей приходит настоящая весна, пока не останавливаются на полях для кормежки. На этом наш выпуск завершается. О погоде на завтра сейчас расскажет моя коллега Аделина Зарифова. Передаю ей слово, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте! Гребень повышенного атмосферного давления охватит своим влиянием территорию Татарстана в ближайшие сутки. Подробный прогноз погоды через несколько секунд. Компания «Данил Мастер» продолжает дарить подарки. Весенняя скидка на заказ корпусной мебели 20%. Торопитесь, акция действует только до конца марта. Подробности по телефону 2 167 166. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха, Азнакаево осадки не ожидаются. Ночью будет прохладно до 2 мороза, а днем воздух прогреется до +5. Без осадков в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. В ночное время минус на термометрах пока что не сдает позиции. Ожидается до 2 мороза, а днем будет тепло до +6. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше в ночное время до -5 облачно. Днем осадки маловероятны. Воздух прогреется до +7. В Арске, Кукмаре и Балтаси осадки не прогнозируются. Ночью около 4 мороза, в дневные часы ожидается около 6 градусов со знаком плюс. В Болгаре, Держаном и Буинске облачно, без осадков. В ночные часы ожидается около 4 градусов мороза, а днем минус сменится на плюс. Ожидается до 9 градусов тепла. В Альмесевске, Чистой Пыли, Мамадыше без осадков. Ночью до -3, а днем до 7 тепла. В пятницу очередной теплый циклон принесет дожди, местами с усилениями. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани облачно, без осадков. В предстоящую ночь ожидается небольшой мороз до -4. Днем же воздух прогреется до 7 градусов выше 0. Ветер юго-западного направления местами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 80%. Магнитное поле Земли в норме. Погода все еще обманчива, не спешите снимать теплые вещи. Весна совсем скоро, и мы с трепетом ждем ее прихода. В студии была Аделина Зарифова. Следите за нашими прогнозами. До встречи!